Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Нюрбинском районе мужчина предстанет перед судом за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 37-летний уроженец Анабарского района в июле этого года договорился со своим знакомым, что продаст ему наркотики. Он купил в интернете более 1,5 грамм гашиша, упаковал в коробку вместе с речными камнями и передал водителю маршрутного автобуса. В Нюрбе водитель автобуса передал посылку знакомому обвиняемого, получив от получателя 500 рублей за перевозку груза. При получении посылки мужчина был задержан сотрудниками полиции и привлечен к административной ответственности. А обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. В Якутске полицейские раскрыли романтичное преступление. Подозреваемый украл из цветочного магазина букет из 101 розы. В полицию обратилась работник этого магазина. По словам заявительницы, неизвестный похитил букет роз стоимостью 20 тысяч рублей. Вором оказался 23-летний безработный мужчина. Установлено, что он зашел в цветочный киоск под видом покупателя. Сначала мужчина попросил продавца составить букет из 101 белой и красной розы, а потом букет из лилий. Затем под предлогом того, что ему необходимо взять деньги из машины, злоумышленник вышел из торгового помещения с букетом роз. В это время продавец была занята составлением второго букета, но ни через 5 минут, ни через 10 молодой человек не вернулся. Тогда женщина поняла, что неизвестный похитил дорогостоящий букет и незамедлительно обратилась в полицию. В отделе полиции подозреваемый признался полицейским, что таким образом хотел помочь своему другу. Он пояснил, что похищенный букет отдал своему приятелю, чтобы тот в свою очередь подарил цветы своей жене. Тем не менее, лишение свободы до 4 лет грозит только вору. Нередко дружеские посиделки в компании с бутылкой алкоголя оборачиваются уголовными делами. Так, мужчина в Якутске во время пьянки ударил знакомого кухонным ножом в живот. 44-летний пострадавший с проникающим колото-резанным ранением брюшной полости поступил в больницу. В тот же день в Аймиконском районе 33-летний мужчина также использовал кухонный нож в качестве оружия, поранив им своего знакомого. Трагически завершилась встреча приятелей в Мегино-Кангаласском районе. 40-летний мужчина скончался в реанимации от проникающего ранения в живот от рук 47-летнего земляка. Установлено, что причиной конфликта явилась ссора, возникшая во время пьянки. В одном из хостелов Новой Москвы на людей напал мужчина с ножом, 2 погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, утром 22 октября в хостеле в Новой Москве обнаружены тела мужчины и женщины. У них были ножевые ранения. Кроме них пострадали 4 человека. Их госпитализировали в больницу. Столичный глав Следственного комитета России возбудил уголовное дело по статье «Убийство 2 и более лиц». Подозреваемый задержан, по словам постояльцев хостела. Там ранее уже происходили конфликты, но чтобы дошло до резни, такое впервые. Кроме того, в гостинице большая текучка постояльцев. Как сообщали СМИ, нападавшим мог быть наркоман, который потребовал от своих знакомых деньги в долг. После отказа он напал на людей. Сильные ливни привели к мощным наводнениям в городе Кастелетто-Дорба на севере Италии. Бурлящие потоки воды увлекали с собой автомобили и нанесли горы ила и обломков. Подробности в следующем репортаже рассказывает Артем Сторонов. Горы грязи и ила, бревна, ветви и перевернутые автомобили. Такую картину увидели утром во вторник жители города Кастелетто-Дорба на севере Италии, примерно в 100 километрах к юго-западу от Милана. Вечером в понедельник из-за сильных дождей река Рио-Альбара, обычно представляющая из себя тонкий ручей, превратилась в мощный бурлящий поток, вышла из берегов и затопила близлежащие улицы, снося все на своем пути. Из-за наводнений мэр города приказал эвакуировать около 50 человек. О погибших и пострадавших сообщений нет. Во вторник местные жители приступили к ликвидации последствий удара стихии. По данным итальянских изданий, в другой части региона Пьемонт плохая погода привела к гибели 1 человека. Как пишут журналисты, он не сумел выбраться из своего автомобиля, унесенного потоком воды. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.